первом чтении парламентарии приняли проект закона о внесении изменений в закон о республиканском бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Им предусматривается устранение замечаний Минфина России. Доходную часть республиканского бюджета на 2022 год предлагается скорректировать в сторону увеличения на 7 миллиардов 380 миллионов рублей, в том числе за счет увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов. На покрытие дефицита бюджета предлагается направить разницу между фактически сложившимися остатками средств на счете бюджета и суммой средств, направляемой на погашение реструктуризированной задолженности по бюджетным кредитам. 1 800 000 рублей – это дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, предоставленных для финансового обеспечения погашения кредиторской задолженности прошлых периодов. 4 622 миллиона – это дополнительные субсидии, в том числе национальные проекты. 3 миллиона – различные субвенции, 248 миллионов – иные бюджетные трансферты и 66 миллионов – безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Дополнительные ассигнования, возникшие вследствие увеличения доходной части республиканского бюджета в размере более 600 тысяч рублей, предлагается направить на увеличение бюджетных ассигнований в целях исполнения расходных обязательств, в том числе на уплату страховых взносов на обязательное медстрахование неработающего населения, обновление школьных учебников, софинансирование средств Фонда президентских грантов. На обновление школьных учебников 39 миллионов. Вы знаете, что республика получила на капремонт школ 900 около миллиарда рублей, и условием, значит, кроме софинансирования, это 48 миллионов, мы обязаны, значит, предоставить, обновить школьную библиотеки и другим оборудование. Значит, запрашена была большая сумма, но с учетом возможности бюджета 39 миллионов. Хватит ли их? Я о чем говорю? Я очень беспокоюсь. В августе месяце будет социальный взрыв, если родителям придется покупать учебники. А у нас в семьях, как правило, 3, 4 и больше детей. Учебник стоит 250 рублей. Я вас понял. Хватит ли этих денег? Хватит, по нашему мнению, но с учетом возможности республиканского бюджета, надо учесть, что не все же учебники износились в этих школах, в которых будет произведен ремонт. Там какое-то оборудование осталось, учебники остались, которые находятся в пользовании. По нашей информации, даже процентов 30-40 находятся в отличном состоянии. В окончательном чтении приняты проекты закона об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ингушетии за 2021 год и о внесении изменений в закон о лекарственном обеспечении населения республики. Но прежде представители Заксобрания затронули наболевшие вопросы в народе относительно лекарственного обеспечения в республиканской клинической больнице. В главном медучреждении региона пациенты уже долгое время жалуются даже на отсутствие элементарного расходного материала. Причина, как объясняют, все та же – кредиторская задолженность. Этот вопрос с самого верха от главы, начиная заинтересованы и правительство республики, и глава республики Ингушетия. Работа по данному погашению кредиторской задолженности ведется нами, направлена и плановая, если счетная палата присутствует, подтвердят, что и плановая проверка мы не посылали, не плановую, потому что у нас на носу она плановая, туда должна выехать. А прокурорские проверки там тоже проходили. Но дело в том, что мы являемся законодательной властью. Мы инициируем проверки, а итоги проверки, которые были на территории, есть у органов, которые их проводили. Конечно, этот вопрос становился предметом обсуждения главы на совещании и одного министра. Это вопрос серьезный, нам надо решить их, посмотреть надо и комитетам в целом по здравоохранению, и депутатам посмотреть. Всего народными избранниками рассмотрены и приняты 10 проектов закона и 1 проект постановления о создании рабочей группы при Народном собрании по содействию в вопросе военно-патриотического воспитания в регионе. А также парламентарии рассмотрели 27 законодательных инициатив президента, Федерального собрания и правительства страны. В Народном собрании сообщают о приеме документов на назначение представителями общественности в квалификационную коллегию судей Ингушетии. Кандидатуры могут быть предложены главой субъекта, депутатами, общественными
объединениями. Прием документов для рассмотрения кандидатур будет проводиться с 21 июня по 5 июля с 9 до 17 часов в здании Народного собрания, Комитетом по государственному строительству и законодательству. Диана Дударова, Асхаб Илакиев, Новости 24.